всех отличное настроение. Огромное спасибо за фильм. И прямо сейчас мы с вами пообщаемся. Я приглашаю на нашу сцену в эти потрясающие кресла занять свои позиции автора фильма Елену Андреевну Красильникову. Громкие аплодисменты. А также наших экспертов. Директора Усть-Илимского историко-мемориального музея имени Андрея Журавского Екатерину Ивановну Вокуеву. Директора Национального музея Республики Коми Светлану Владимировну Бандура. Заведующего отделом музейно-исследовательской работы Национальной галереи Республики Коми Ольгу Владимировну Орлову. Одни дамы, одни девушки-дамы. К нам присоединяется Усть-Илим и Москва. Трансляция обсуждения идет на сайте Национальной библиотеки Республики Коми. У меня в руках тоже микрофон. Он будет переходить из рук в руки. И, дорогие зрители, не стесняйтесь, поднимайте руки. Можно задавать сегодня вопросы. Наши эксперты готовы ответить на те самые вопросы. И прямо сейчас я предлагаю начать с Усть-Илимы. Да, если это можно сейчас нам сделать, мы можем, да, вывести на экран через 2 минуты. Давайте тогда пообщаемся. Слово Елене Андреевне. Давайте начнем с вас. Вот ваши первые впечатления, когда вы приехали в Усть-Илиму. Андрей, ну я хочу, наверное, сказать спасибо, что вы сегодня пришли. И наш фильм – это тоже такая телевизионная азбука для тех, кто совсем не знает, что такое Усть-Илима. Может быть, для детей, для школьников. Вот сегодня у нас есть школьники, мне хотелось бы узнать, получили ли они такое целостное представление об этом крае. Мы ставили задачу показать вот самое основное. Ничего лишнего. Не знаю, насколько это у нас получилось, насколько мы были правдивы. Сегодня здесь много ученых, может быть, они по каким-то позициям не согласятся. Хотелось бы услышать ваше мнение о нашей работе. Друзья, есть желающие, которые желают задать вопрос? Я хочу сказать, что главный оператор этого фильма, Павел Люлямин, он работает сейчас в зале. Вы, наверное, обратили на хорошую картинку этой работы. Друзья, вопросы? Евгения Чуракова желает задать вопрос. Евгения, наша коллега. Андреевна, здравствуйте. Я хочу поблагодарить вас за этот фильм. Я его уже смотрела, и искренне, и правда. Добрый день всем. У меня прямо слезы были, потому что очень такое эпичное начало и концовка. И у меня много друзей из Усть-Илимы, но я никогда по-настоящему не понимала, насколько их край богат, насколько они душевно богатые люди. И у меня нет вопросов, у меня слова благодарности. Спасибо вам большое за то, что я как будто бы там побывала. Спасибо огромное. Коллеги, нам удалось подключиться с нашими гостями? Удалось, отлично. Я предлагаю начать с Усть-Илимы. Ваши первые впечатления. Елена Ивановна Герасимова, председатель Русь-Печорская. Вот вопрос к вам. Елена Ивановна, вы нас слышите? Здравствуйте. Ну что, за 30 лет, вот 450 лет Усть-Илимы, большое мероприятие и хороший фильм об Усть-Илиме. Прошло 30 лет, 480 лет Усть-Илиме, и мы снова сегодня видим фильм об Усть-Илиме. Мы будем рады, что вот именно в юбилейный год мы снова соприкоснулись с нашим историческим прошлым, с нашими традициями, с нашей культурой. Но это телевизионный фильм, и если в 1992 году был фильм, документальная студия фильмов Санкт-Петербурга, то, конечно, здесь немножечко
Ну, я бы как не увидела только картинками, вот какими-то разделами, а вот целостности почему-то не увидела. Но большое вам всем спасибо. Вы устроили нам еще один праздник. Спасибо. Елена Ивановна, спасибо вам. Мы продолжаем. Предоставляю слово Екатерине Ивановне Вокуевой. Добрый день. Добрый день всем, дорогие земляки, уважаемые гости. Фильм, конечно, готовился заблаговременно, как уже сегодня говорили. Несколько было поездок. Много было проведено работы с населением Уссулимского района. Не так-то это все и просто оказывается. Вроде бы мы сейчас, чтобы сохранить, открываемся, но тем не менее наш все-таки уссулимский менталитет срабатывает в неподходящее время, и мы в многих моментах крайне закрыты. Очень было сложно с населением отрабатывать некоторые эпизоды, правильно, по поиску героев наших. Хорошо, вот согласился Павел Екатерина Петрович. Ивановна, наверное, вам было сложно. Вы, наверное, просто предварительно со всеми поговорили, потому что мы удивились, что везде пускали, все рассказывали, все показывали. И это при том, что я тоже думала, что мы приедем, и все будут закрываться. Поэтому спасибо большое вам. Это вам спасибо. Мне хочется на самом деле поблагодарить съемочную группу за их такт, за их отношение крайне аккуратные, бережные к истории Уссыльмы, к уссылёмам, к нашим традициям. Это было все так, подход был очень легкий подход к людям. Разговаривали легко с людьми, располагали к себе. Это тоже нужно умение, чтобы человека расположить. Не каждый, на самом деле, если мы находили некоторые преграды, когда договаривались в стадии договоренности, то уже потом, когда, как вы себя уже показали, так человек и раскрылся. То есть мы видим по фильму, что наши герои с радостью вас приняли, с радостью с вами поделились своей информацией, своей историей. Поэтому вам огромная благодарность за ваш профессионализм, за ваш труд. Я видела, как вам было сложно, вы и день, и ночь, и когда удобно, кому удобно, в какое время. У нас ведь все какие-то проблемы, то распуту, то снег, то дождь, то дороги нет, да. Но тем не менее, ваша группа молодцы. Спасибо. Спасибо большое. Екатерина Ивановна, спасибо вам. Сейчас с нами на связи Москва. Среди зрителей Татьяна Дмитриевна Вокуева, председатель московского представительства движения «Русь-Печорская». Татьяна Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Я без микрофона. Мы вас прекрасно слышим. Очень хорошо. И в первую очередь мне, конечно, хочется поблагодарить съемочную группу Елену Красильникову и ее группу. Я просто в восторге, потому что я с ними отдельно еще работала. Они приходили в мой родовой дом, и я поняла, насколько это сложно, чтобы каждое слово, каждую интонацию подобрать. И отдельно, конечно, теперь дополнительно мне хочется сказать про тот фильм, который мы сейчас посмотрели. Фильм замечательный. И настолько логично построен вся схема историческая. Ничего не упущено, и самое главное, ничего не было лишнего. Это хороший, документальный, с художественными моментами фильм. Мне понравились очень все исполнители, все рассказчики. И Андрей Чупров, как он начинает торжественно. Выбран прекрасно фон, нет никого постороннего внутри, в кадре. Вечер, так как действительно всегда это бывало. Затем Павел Семенов, вот посмотрите, как он степенно, не стесняясь, открыто, он так доносит хорошо историю, какие слова он подобрал. То есть, конечно, такого рассказчика надо было, конечно, выбрать. И также и по старообрядчеству. И мне очень понравилось то, что вы не только наших старушек показывали, которые
молящиеся. Мы показали молодую девушку, которая читает. И благодаря вот этому конкурсу для детей по чтению славянских книг у нас эта традиция тоже жива. В общем, и роспись, и костюмы, и родовые дома. Мне кажется, что все здесь очень лаконично, очень интересно, и смотришь на одно дыхание. Спасибо вам огромное. Татьяна Дмитриевна, спасибо вам. Мы предоставляем слово директору Национального музея Республики Коми Светлане Владимировне Бандура. Ну, мне остается только присоединиться к поздравлению к тому, что удалось сделать эту достаточно сложную работу и соединить в этом фильме, достаточно легко соединить достаточно сложные вещи. И, это только мы не слышали. Надо сказать, вас нет. Не слышно? Нас слышно, да. Ага. Нет. А мы не слышим. Ее мы тоже не слышим. Сейчас мы поменяем микрофоны и продолжим. Да, Он включен, мы вас слышим. я надеюсь, теперь меня слышно. Там Да. Борис Николаевич, там главный эксперт, слышно или не слышно. Здравствуйте, Борис Николаевич. Рада всех приветствовать. И вот хотела сказать о том, что Елене Андреевне удалось соединить достаточно легко очень сложные вещи. И правильно мы отмечаем, что традиционная культура, конечно, она закрыта, она не может быть другой, потому что иначе она не сохранится. И как раз вот это мастерство журналиста, мастерство профессионала найти такую ниточку, такие бусины, куда вот все это серебряное наше ожерелье Россия в виде Уссыльмы в этом году нанизалась. Мне очень приятно, что и Национальный музей также в этом году сделал акцент именно на культуре Устцелема. Когда-то мне удалось познакомиться, когда мы были на площадке в Москве, в Манеже, на Интермузее, с замечательным коллективом, который исполнял былины устцелемские. И с Екатериной Ивановной вот мы познакомились. И, наверное, благодаря этому постепенно культура Уссыльмского края, Печорского края стала входить и в наши сердца здесь, и в музее, и в Сыктывкаре. Почему у нас открылась выставка «Уссыльма, открывая заново»? Наверное, потому что очень важно рассказывать здесь, в столице республики, о вот таких уголках отдаленных. И многие ведь из сыктывкарцев не были в Уссыльме. Я в этом году первый раз побывала на горке. И, конечно, Уссыльма, открывая заново, и для меня открывая в первый раз, можно сказать, потому что, несмотря на то, что замечательные коллекции и в собрании историко-мемориального музея, и в собрании нашего музея, в нашем музее удивительная коллекция костюмных комплексов, отражающая культуры Уссылема. Но не побывав в самой Уссыльме, не увидев эту ширь Печоры, о которой как раз говорится в фильме, вот эта связующая нить Печоры, на которую опять же нанизывается многое, которая дает жизнь, в общем-то, этим людям и тому, что происходит вокруг. И, конечно, надо побывать в самой Уссыльме обязательно, на горке или в обычные дни, но чтобы прочувствовать этот ландшафт, принять Уссыльму для себя, открыть впервые или открыть заново, это вы уж сами для себя решите. Но надо там обязательно побывать. А те, кто еще не доехал туда, приглашаем на нашу выставку совместную, которая состоялась и с участием музея, историко-мемориального музея Журавского. Мы привезли из Уссыльмы мемориальные вещи Андрея Владимировича Журавского. Ну, для нас, как для музейщиков, это очень важно, что это именно те мемории, которые Андрей Владимирович держал в руках. И еще
эта выставка позволяет познакомиться с предметами, которые Андрей Владимирович в 1906 году привез из экспедиции. Также эти предметы, хранящиеся ныне в Российском этнографическом музее, тоже Андрей Владимирович собирал в многочисленных, как мы слышали из фильма, да, более 20 экспедиций за его очень короткую жизнь, 31 год. Вот мы сейчас, даже в нашем современном мире, мы не понимаем, насколько интенсивной была жизнь этого человека, который за 10 лет своей научной деятельности так исследовал край. И его труды бесценные, до сих пор в них очень много можно найти полезного, поэтому я благодарна как раз Елене Андреевне, что она и уссыльмскую традиционную культуру затронула в фильме, и тему реки связующей, и личность Журавского, к которому мы будем прикасаться еще раз и к его трудам, и снова открывать для себя Уссыльмский край, Печорский край. Спасибо большое. Светлана Владимировна, спасибо вам. Мы предоставляем слово заведующего отделом музейно-исследовательской работы Национальной галереи Республики Коми. Ольга Владимировна, слово вам, ваши впечатления. Добрый день. Добрый день, уважаемые гости. Конечно, об Уссыльме можно говорить бесконечно, но мне хотелось бы сказать о фильме. Я его посмотрела несколько раз, вот сразу в интернете, сейчас, и впечатление не изменилось. Вот такое бережное отношение, уважительное... Опять нет звука. Да, нет звука. Давайте мы предоставим микрофон. Ольга Владимировна. Благодарю. Такое бережное отношение, уважительное отношение к территории – это профессионализм, безусловно. В Уссыльме я была несколько раз. 80-х годов это экспедиции, это частные поездки, это просто Уссыльма, сама Уссыльма и на горке. И мне предоставилась такая возможность одевать костюм, ну не самой, не в Уссыльме, а в других каких-то местах, участвовать в горке. Но не об этом. То, что я увидела в этом фильме и почувствовала в этом фильме, вообще север — это территория паломничества. И вот это паломничество, которое совершила группа, которая снимала фильм, оно свершилось, потому что они приехали с такой тишиной, с таким полотном, которое было создано. Вот те клейма, которые мы видим, вы не стали заниматься такой литературой или документалистикой. Вы создали именно полотно, образ Уссыльмы. Он очень бережный, он проникновенный, он сказительный. И не случайно вот тут выстроенный сценарий, наверное, или как. Вот эта режиссура начинается и заканчивается вот этой песней, этой былинной песней, которая создает вот эту интонацию, эту неторопливость. То, что есть в Уссыльмах, уважение к себе, уважение к своей культуре и, скажу, энергия духа. И кто бы там ни был, был и пленэр Клюква, наверное, Анжела Рустиковна здесь присутствует, куратор этого проекта, и участники этого пленэра это почувствовали. Когда мы были в экспедиции, в этом пространстве происходит некая такая тишина. Да, я согласна, не каждый пустит в свою душу. Не каждый, да, можно показать гламурную Уссыльму, как делают большинство тех, кто приезжает, документалистов, ну или просто люди с камерой. Делают эти прекрасные панорамы, прекрасные пейзажи, прекрасные портреты. Но Уссыльма не об этом. Уссыльма о том, что мы увидели в этом фильме. Это так и есть. Так что спасибо группе, спасибо Елене. И не случайно, еще немножко скажу, не случайно Уссыльма является некой такой доминантой. Не случайно большой раздел экспозиции, которую мы открыли в Национальной галерее «Коми. Человек. Ландшафт. Миф», в разделе «Традиция», очень большой блок, посвященный именно Уссыльме. Не случайно наши художники, Рэм Ермолин и все остальные, которых он привозил в Уссыльму, эта территория их затягивала. Они создали целые циклы, посвященные Уссыльме. Конечно, она остается в душе и в сердце.
и без пафоса. Так что еще раз спасибо, что это очень бережный фильм. И это Устильма. Благодарю. Ольга Владимировна, спасибо вам за ваш комментарий. Все эксперты поделились своим впечатлением. Настало время ваше, дорогие зрители. Есть желающие пообщаться, вот задать вопросы, может быть, автору этого фильма Елене Андреевне Красильниковой? Не стесняйтесь, да, отлично. Молодое поколение, как мы и говорили в начале. Добрый день. Представьте, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Вика, и я хочу честно сказать, что до просмотра фильма у меня были очень поверхностные знания об этом замечательном самобытном месте. И вот сейчас, благодаря качественной съемке, я как будто своими глазами увидела этот уголок. И у меня вопрос к Елене Андреевне. Какое самое яркое впечатление, какой особый момент запомнился во время съемок? Спасибо. Наверное, очень важно, что мы начали не с горки наше знакомство, а начали в апреле. Все удивились, почему мы приехали в самый некрасивый месяц в Усть-Цильму. Вот все об этом сказали. А мы поехали по Пижме, мы поехали в Скидскую, в Степановскую, в Замежную. И вот это общение, и сама Скидская, вот это было такой ключ, что ли, к Усть-Цильме. И это хорошо, что мы еще приехали в начале июня по большой воде, пообщались. И уже горки, вы знаете, уже как-то по-другому на самом деле видишь и этот праздник, и людей чувствуешь по-другому. Вот если бы мы только на горку приехали, наверное, был бы и другой фильм, и другое восприятие. Поэтому я, например, всем желаю не на горку приехать сначала, а приехать в любое другое время. Спасибо огромное. По-солдатски. Добрый день. Что я хочу сказать? Лена – это моя сестра двоюродная. В общем-то, и все, что я хотел сказать. Шучу. То, что моя сестра, это да. И она такая нежная, добрая, чуткая, деликатная, интеллигентная, это трудно сказать. А так как мы встречаемся и в более других компаниях, что первый раз я посмотрел этот фильм по телевизору на отражении, недели 3 назад. Позвонил Елене и говорю, так представляете, она судьбу каждого вот этого певца, лодочника, она мне стала рассказывать. То есть они не просто приходят, крутят там что-то камеру и все. Она пропускает это через свое сердце. И когда мы в одной компании, я стал говорить, что у них же был отечественный фильм «Театр ГУЛАГа», и я стал хвалить Лену, что вот такой фильм. Она расстроилась, что я хвалю ее, а не тех артистов. И причем искренне она говорила, зачем, причем тут я, это они герои фильма. То есть она действительно живет этими героями, думает о них. И кроме того, мы иногда работаем в бесчеловечных, рабских условиях, где-то там в дальней деревушке. И если я работаю 5 минут, работаю, потом быстренько 30 минут попью чай, потом опять 5 минут работаю, то Лена, она все время работает, и 5 минут, и 30. Николай Иванович, пора завершать вашу речь. Началось, о чем я говорю. Николай Иванович у нас воркутинец, тема севера ему близка. Николай Иванович, мне уходить. Вручите мне, пожалуйста, розы. Вы поняли, да? Скромность, желание себя выставлять. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное вам за комментарий, за смелость и за розы, да, Елена Андреевна? Да. Мы продолжаем. Добрый день. Уважаемые участники этого прекрасного мероприятия, спасибо огромное Елене Андреевне за этот фильм. И я еще заодно хочу поблагодарить ее за еще прекрасную работу, которую она провела по проекту, межрегиональному проекту путешествия Налимов из Санкт-Петербурга в Выльгар на родину мастера. Это когда наши
балладки известного Семена Ивановича Налимова из Шереметьевского дворца Музея музыки Санкт-Петербурга оказались в Выльгарте, Музей истории и культуры Сыктывкарского района имени Эмилии Алексеевны Налимовой. Елена Андреевна Зевичдатте, огромное спасибо. Конфетку. Спасибо. Я хочу сказать, что это ведь не мой фильм, это фильм телеканала «Юрган», поэтому там такая команда, вы видели, большая работала, и дизайнеры, операторы, монтажеры, поэтому это очень большая работа, большой команды. Ну, то есть конфеты будем есть вместе, да? Спасибо огромное. Дорогие друзья, зрители, есть еще желающие задать вопрос экспертам и автору фильма? Спасибо огромное за вашу смелость, Юлия Полякова. Да. Можно? Здравствуйте. Сейчас. Меня зовут Юлия, Дом дружбы народов Республики Коми. Елена Андреевна, фильм смотрится с легкостью. Но хочется задать вопрос. За этой легкостью всегда стоят какие-то сложности. С какими сложностями ваша группа столкнулась? Вы знаете, только нехватка времени. То есть я вот считаю, для такой работы нужен не апрель, май, июнь, да, а все-таки немножко больше на съемки и монтаж. Но это, наверное, сейчас у всех. Тогда нам всем мы все бежим, суетимся, времени у нас не хватает. Вот, наверное, только это. Спасибо огромное за ответ. Мы продолжаем. В дополнение к вопросу тогда, есть что-то, что хотелось бы еще доснять вот, от нехватки времени? Хотелось бы, но вот не вышло. Мы же очень жадные люди. Мы ведь туда 3 раза съездили, мы сняли программу о родовых домах, мы побывали в 5 родовых домах, еще общались с хранителями этих родовых домов, которые не в Усть-Цильме, а чуть дальше находятся, в Усть-Цильмском районе. Мы сняли интервью с наставницами, есть очень большая мечта снять программу о них, вот об этих бабушках, да, наставницах старообрядческих общин. И, конечно, снять фильм о Журавском. Мы уже начали делать, мы подали заявки на президентский грант. Посмотрим, получим мы или нет, потому что там такое большое путешествие по России. Живы его родственники в разных регионах России. Конечно, это Петербург. Вот, но это только, конечно, если мы получим грант на такую работу. Поэтому много чего там есть, чего нет в фильме. Мы, знаете, мы ведь и хотели не обо всем рассказать все-таки пока, а о главном. И больше-то мы хотели, знаете, чтобы школьникам вот это показывали, чтобы тем, кто совсем ничего не знает об Усть-Цильме. Такую вот действительно азбуку, как я сказала, такая телевизионная азбука Усть-Цильмского района. Может ли Москва дать свои... Здравствуйте, Анна. Преподаватель художественных дисциплин Сосногор. Я посмотрела фильм, я, конечно, влюбилась в Усть-Цильму. Мне хочется теперь еще больше. Конечно, это надо поехать прочувствовать. И мне интересно, будет ли продолжение, потому что очень интересно, почему в Усть-Цильме сохраняется вот эта обрядовость. Она же мало где. Обычно все мероприятия в народном, да, в национальном стиле, они все-таки как бы какое-то внешнее проявление. А насколько я понимаю, в Усть-Цильме сохраняется именно вот это внутреннее содержание. И люди, которые участвуют вот в мероприятии в Горке, они же знают, что каждое движение, каждый там танец обозначает. Вот владеете ли вы такой информацией? Ну и как бы я бы очень хотела знать, что несет, ну хотя бы какой-то обряд вот именно в этих танцах, движениях. Я поняла, да. Вы знаете, это могут быть другие, хотя такие работы на самом деле созданы. И мне кажется, в Усть-Цильму ленинградские кинематографисты, документалисты, они приезжали часто. Это уже пласт такой, знаете, исследовательский. То есть вот в этот фильм вы посмотрели, мы не брали в принципе, но
Екатерина Ивановна, наверное, только вы такой исследователь, здесь все, и, может быть, Настя, да, по Журавскому. Мы взяли пласт, знаете какой? Не исследователей пытались взять, да? А следующий пласт, о котором вы говорите, да, это уже наука, это какие-то, да, наверное, интересно их глазами уже проанализировать, да, и показать Устцильму. Но вот этот первый уровень мы хотели вот немножко по-другому подать. Глазами тех, кто там живет, и не исследователей. Не знаю, насколько исследователям это интересно. Екатерина Ивановна, я не знаю, как. Ну, вопрос, если я правильно поняла, вы хотите глубже посмотреть, почему сохраняется, да? Но я думаю, что вам на этот вопрос никто не ответит. Сразу говорю. Сохраняется это веками, передается, ну, наверное, с рождения в семьях. Это происходит именно в семьях. Потом подхватывают уже образовательные, культурные учреждения, и уже в совокупе весь социум работает. Это, наверное, передается, как говорят, с молоком матери. Это не объяснить. Вот поэтому мы его Устцильма. Одним словом, приезжайте в Устцильму, верно? Да. Да. Друзья, есть еще желающие задать свой вопрос? Вас желает ставить. Москва может вам сказать что-то? Может. Москва на связи. Да, пожалуйста, вам слово. Хорошо. Борис Николаевич, начнет. Ну, я все-таки, да, Борис Николаевич. уже начал какое-то свое, так сказать, личное, но я, конечно, в первую очередь хотел Андреевне передать привет, так сказать, и благодарность за фильм про моего отца. Это для меня, конечно, было очень дорого и как-то неожиданно. Слышно, Борис Николаевич? Нас слышно, мы слушаем. Ну, наверное, не очень видно, да? Мне кажется, ему лучше сесть, наверное. Да, можно присесть. Да, лучше, давайте, значит. Ну, вот Устцильма для меня тоже очень, так сказать, давно такой близкий, хотя еще, в общем-то, не родной край. Там я занимался этой древней книжностью, которая была очень важна для наших вот коллег, для моих там археографов, Владимира Ивановича Малышева. Но я понимаю, что фильм как бы может быть и не об этом, хотя и об этом. И вот на ряд вопросов, собственно, Лена Андреевна ответила, какие еще темы. Значит, и потом я, когда работал в Сыктывкаре, вот в университете с моими друзьями, вот в лаборатории Татьяна Федоровна Волкова и Таня Канева, вот занимались этим фольклором, совершенно, конечно, необыкновенным, сохранившимся, сколько они сделали записей, выпустили книги и так далее. Потом вот еще третья тема, конечно, тоже мне очень близко, вот эти родовые дома, которые вот... Это же проект Татьяны Дмитриевны Вокуевой, которая нас вот всех сейчас тут собирает. Это совершенно необыкновенно. В теме тоже такой, может быть, научное, но на самом деле не научное. Это вот родовая память, родословие, которые там 30 лет назад занимались только, так сказать, такие узкий круг, там, так сказать, элитные, теперь занимаются все. Так вот эти родовые дома, они, конечно, вот, ну, необыкновенную дают такую вот, так сказать, свой уже вот именно не просто родословный, а вот реально вот тут были мои предки, жили 400, там 500 лет ведь жили, ну 400 фактически вот в Устцильме. Так что здесь много чего, но вот я думаю, что эти вот фильмы, продолжение вот этого фильма, оно будет действительно, может быть, не научные подходы, но вот такая вот эта духовность, о чем, собственно, вот спрашивали, откуда это? Да вот да, действительно, от многих древностей. Спасибо большое за вашу деятельность. Значит, Борис Николаевич, вы ответьте, интересно это людям науки? И науке интересно, и науке, потому что они, вот я там тоже много лет сидел, видел эти книги, я прямо работал с ними. В Москве есть эти вот Мяндина, эти, так сказать, эти вот рукописи. Но когда я там был 2 раза, это было совершенно другое впечатление. Фильм, конечно, передает вот всю эту глубину, причем очень разнообразную, начиная вот от старообрядческих скитов, то есть от первого там древних поселенцев, да, нашей вот живой традиции вот этих былин. Это потрясающе для меня, конечно. Спасибо. И еще слово передает здесь Ворониной Елене Германовне, кандидату педагогических наук, эксперту по образовательным программам Центра русского фольклора ГРДНТ и
Спасибо. Института культуры. Да, покороче, ну правильно. Уважаемые коллеги, искренне большое спасибо. Вот в преддверии большого праздника нового успения Богородицы, что ли, хочется всех поблагодарить, порадоваться такому яркому событию, как презентация, премьера фильма, документального фильма о дорогой, всем ставшей дорогой Уссурии. Вы знаете, история эта состоялась. Главное самое ощущение, которое у меня было, когда фильм закончился, жаль. Жаль, что он закончился. Невероятно. Хочется продолжения. Потому что это действительно большой успех режиссера, всей большой творческой группы, которая занималась, создавала этот фильм. Искренне большим чувством, хочу сказать, благодарность. Я музыкант, царство народа вечности. Конечно, для меня очень хочется увидеть современное состояние уборки и то, как вот эти древнейшие монастыри, удивительная стать, кантовая такая музыка мелодическая, самоощущение целиком и вот замеры, которые вы жили в 18 году во время экспедиции, все это передавалось бы нашей молодежи, потому что хочу сказать, что хотелось бы иметь для того, чтобы показать студентам у нас на кафедре культурного наследия Московского государственного института культуры. Это действительно очень важно для молодежи. Это наследие, которое убеждает, которое нужно, которое гордость, просто такая большая внутренняя, этой пыльцовкой, струей тебя, что ли, омывает. Хотелось бы увидеть продолжение лирических, удивительных песен, которые есть в Уссурии, в той же Зарубежной, других праздников, других традиций. Конечно, знаете, Уссурия звука, Уссурия костюма и цвета, Уссурия тишины, Уссурия вот появление солнца, которое бывает в плавные часа утра, да, вот кони, которые пасутся здесь на лучах солнца восходящего появляются. Совершенно удивительное состояние, которое мне удалось пережить и студентам, участникам этой поездки. И хочется передать поклон и большую благодарность и создателям фильма, и Уссурию, и всем зрителям большого интереса, что ярчайшего края нашей молодости. Да, спасибо. И хочу здесь добавить, что благодаря в том числе Елене Германовне в Институте культуры проводится ежегодно на Николы Внешнего Уссурийская горка. Да, пятый раз уже проводят. Да. И еще у нас слово просит жительница Уссурии, вернее, Среднего Бугаева, да? Среднего Бугаева Валентина Васильевна Жданова, Андреевич минутка, перейдите сюда, чтобы вас видно было. Мы вас не слышим. Когда в статье я так раз капли слез. Комок поступил в горле за то, что настолько содержательно, настолько то, что я слышала от своих родителей, а это я увидела, как рассказывала мама, а это я увидела, что вот оно как бы вот оно. 17 лет именно такой мужчине. И меня иногда на лицах лапки. Сегодня я увидела эту золотую момент, у нас была, но пришлось остаться с этой золотой фотографией. Эти цели, которые были, знаете, Чикаго, они такие, как рассказывали, что если у нас были все вот такие, люди удивляются, что как, что очень дорого, как очень дорого, очень ценно. Но вот такое выражение «помадка», если рассказать о детях, чего там происходило, если все это слышно, как будто это было столь детства. Елена Андреевна, дорогая, столько материала собрано, и именно откуда всего понемногу. До родителей и до детей наших детей, то есть моих бабушек, чтобы они своим внукам об этом могли рассказать и показать. А в школах поняли слух. Как бы вот этот фильм суметь показать, эту Уссурию,
эту историю. Вообще я считаю, что наш край, Сельцы, это жемчужина нашей России. Спасибо вам. Спасибо огромное вам. Большое спасибо за обсуждение. Спасибо нашим экспертам. Спасибо библиотеке Усть-Цильмы и московскому представительству Республики Коми. Эти аплодисменты в вашу честь. Дорогие эксперты, вы можете занимать свои места в зрительном нашем зале, кроме Екатерины Ивановны Вокуевой. Екатерина Ивановна прямо сейчас предоставит книгу, да? Будет презентация нового издания «От А до Я. Азбука Усть-Цилимского района». Пожалуйста, вам слово. Да, в этом году, буквально недавно, месяц назад, вышло новое издание. Сотрудниками музея Андрея Владимировича Журавского подготовлена такая небольшая, но мы думаем, что полезная книга «От А до Я. Азбука Усть-Цилимского района». Идея создания вот этой азбуки родилась как раз тогда, когда осенью прошлого года мы поехали получать статус столицы серебряного ожерелья России в Санкт-Петербург. Тогда я участвовала в деловой программе, как раз все участники этого проекта, и задалась вопросом, чем мы будем еще интересны, что мы можем еще показать гостям, и, в принципе, и своим жителям, и детям, и взрослым. Такого интересного именно о нашем районе, об Усть-Цильме, в сжатой, краткой, доступной для каждого форме. И вот родилась идея как раз вот такого издания. Здесь мы представили, конечно, мы хотели представить все наши 11 сельских поселений. В Усть-Цилимском районе 11 сельских поселений. Но, к сожалению, то ли времени у нас не хватило, то ли как-то не сработали, наверное. Вошло сюда только 9 поселений. Здесь представлены самые интересные места в каждом поселении. Из этой книги можно почерпнуть краткую информацию об интересных местах, о событиях, о фактах. И я думаю, что она послужит именно путеводителем по нашему району. Она заинтересует наших гостей посетить то или иное место, познакомиться с историей, познакомиться с людьми. И здесь мы как раз представили различные наши объекты. И сегодня вы уже, наверное, в преддверии мероприятия посмотрели некоторые из фотографий. Вот, допустим, здесь храм Виктора Островидова. Немногие знают, что во время репрессий в 30-е годы Виктор Островидов, священник, великомученик, был сослан в наш район, в деревню Нерица, село Нерица ныне. Там он умер, его там захоронили, но позже его прах был перенесен в монастырь. И на этом месте сейчас построен храм-часовня. Люди помнят о таком человеке. И, конечно, у нас интересные есть объекты, которые с исторической точки зрения рассказывают именно об истории Усть-Цилимского края, как Архангельский тракт, как Цилимские рудники, о которых как раз Елена Андреевна в фильме затрагивала речь. Как раз из Цилимской руды началось горно-промышленное производство, горно-промышленная металлургия России всей. Именно это произошло именно из наших мест, из Цилимских рудников. И много вот таких интересных фактов можно прочитать вот в этом издании. В конце мероприятия вы можете ее приобрести. Она у нас представлена здесь в зале. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Хочу добавить, что книга издана благодаря финансовой поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Они одобрили наш проект и помогли издать эту книгу. Спасибо огромное. Да, действительно, сегодня вы все сможете приобрести книгу «От А до Я. Азбука Усть-Цилимского района» у Екатерины Ивановны, а также книгу «Усть-Цильма. Открывая заново». Это уже детище Национального музея Республики Коми. Друзья, ну а сейчас сюрприз. Спасибо огромное, да. Сейчас сюрприз, о котором я говорил в начале нашего мероприятия.
Если вы готовы, подарите, пожалуйста, друг другу аплодисменты. Это будет означать, что мы можем объявлять наших артистов. Прямо сейчас выступление фольклорно-этнографического ансамбля Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения «Русь Печорская», руководитель Александра Федоровна Чупрова. Давайте поддержим аплодисментами наших артистов, которые сейчас нас перенесут в Усть-Цильму. Москва нету звука. Самые первые фигуры горки, которые называются столбы. А теперь из другой фигуры покажем. Круг. Для этого мужчины, выходите, пожалуйста, сюда к нам, помогите. А вы все поймете? Выходите. Так, гребешки есть? Не надо, заходите. Вставайте в круг. Вставайте. Женщины тоже желающие. Тоже вставайте, выходите. Женщины, берите мужчин. Так. Вставай. Женщины желающие. Друзья, вы смело можете поучаствовать в одной из фигур, да? Фигур, да. Пошли все желающие.
Так, встали, значит, мы уже стоим на уровне в кругу уже стоим. И одну из круговых песен будем петь. Потом, когда наш Александр выйдет в круг, мужчины за ним тоже выходите в круг, за ним идите, смотрите, делайте то, что он делает. А потом мужчины выбирают женщин, женщины смотрите, что делает вот Ксюша. Пусть он выберет. Мы уже знаем, что он делает. Ой, было по речке, да только показал керосин, золой сирень плывет, как синь, золой сирень плывет, так только вспомнишь, бережку крутому да доброму. Молодец идет, добрый, молодец идет, чаша свои ходит, чаша свои росы, частым гребнем гребешком, частым гребешком, самой своей боли, да самой своей росы Спасибо вам огромное. Друзья, еще раз аплодисменты всем, кто принимал участие в этой фигуре. Друзья, аплодисменты. Фольклорно-этнографический ансамбль Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения «Русь-Печорская», руководитель Александра Федоровна Чупрова. Спасибо вам огромное. Ну что, мы говорим спасибо всем, кто пришел сегодня на встречу, зрителям, экспертам и, конечно же, хозяевам площадки Национальной библиотеки Республики Коми и лично Екатерине Ивановне Бескупской. Аплодисменты вам, спасибо огромное. Мне остается лишь сказать одно: приезжайте в Усть-Цильму и больше путешествуйте по нашей Республике Коми. На этом наша встреча подошла к концу. Так, еще раз большое спасибо организаторам, группе, как говорится, Коми-Гор, ну, Елене Андреевне. Юрген, ой, извиняюсь, то, что любим Юрген, да. Мне посчастливилось участвовать в одном из проектов, как говорится, Юрген, да.
Вот, и сейчас я бы хотел всех вас пригласить в село Вильгард на, как говорится, чтобы ознакомиться с инструментами Семена Налимова. Вот. Еще раз большое спасибо за тот проект из, как говорится, Налима из Шереметьевских в Вильгард. Я думаю, что тут директор музея Муравьев Владимир Иванович примерно расписание расскажет. Так что у нас будет до 30 сентября. Так что, пожалуйста, вы приезжайте в Вильгард, остановка «Центр». Ну, вы все знаете, где музей, вы заодно можете ознакомиться с музеем. Это очень редкое, как говорится, явление. Еще раз спасибо. К месту, как говорится, объявления. Спасибо огромное всем.